Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Элитный скай-бар в Ашхабаде оказался закрытым после того, как в СМИ просочилась информация сразу о двух произошедших там скандалах с участием двоюродных братьев президента. Но молодежь клана Бердымухамедовых не унывает. Последнее время они устраивают вечеринки в частном доме во втором микрорайоне столицы. В январе радио «Азатлык» опубликовало материал о скандале в скай-баре с участием Шамурада Реджепова. Как описывает источник издания, племянник второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и кузен нынешнего главы государства Сердара Бердымухамедова явился в заведение, из которого почти все сразу разбежались как мыши, а кто не успел, тот сильно пожалел об этом. Якобы Шамы, под этим прозвищем его знают в Туркменистане, со своими охранниками избил бармена, а еще беременную женщину и ее мужа. Туркмен Ньюс удалось связаться с источником, которому известно, что именно происходило в баре в тот вечер. Он описал ситуацию мягче. Цитата: «Конечно, кто-то, услышав про племянника, ушел из бара, чтобы не связываться, но не было такого, чтобы прямо все в ужасе разбежались с криками. Действительно, потом он начал приставать к беременной женщине, возмущаясь, что она ходит по барам. Он ее не бил, а просто пытался выгнать. Драка была завязалась, когда ее спутник решил за нее вступиться, но охранники Шамурада их быстро разняли, и в бармена он просто швырнул стакан, причем не попал. Неправда, что бармен ударил его в ответ». Конец цитаты. По словам источника, все это продлилось не более получаса, после чего Шамурад с охранниками уехал. Азатлык писал, что Реджепов был возмущен, так как не все покинули бар при его появлении. Наш источник с этим не согласен. По его мнению, Шамурад просто был в плохом настроении, а на бармена набросился потому, что племянникам всегда кажется, что им наливают не то, что они требуют. Инцидент произошел в начале января, а в феврале скай-бар закрыли, большинство сотрудников переместилось в заведение по проезду до САФ. На новом месте владельцы пытаются воссоздать атмосферу старого скай-бара, надеясь на то, что некоторые старые, но не совсем адекватные гости туда ходить не будут. Дело в том, что это был уже не первый скандал, связанный с этим заведением. Осенью 2022 года другой кузен Сердара, Ахмед Гильдымурадов, во время загула в скай-баре разбил бутылку о голову высокопоставленного прокурора. Запись камер видеонаблюдения показали президенту. Дальнейшая история красноречиво свидетельствует о том, что в клане Бердымухамедовых президент обладает далеко не единоличной властью. Ему явно противодействуют. Сердар уволил Ахмета с поста замглавы госконцерна Туркменгаз, а его родного брата Арслана с должности декана Международного университета нефти и газа. Но не прошло и 2 месяцев, как Ахмет всплыл в научно-исследовательском институте нефтегазового комплекса Туркменистана. Узнав об этом, президент, решивший полностью пресечь карьеру кузена, объявил выговоры тогдашнему председателю Туркменгаза Батыру Аманову и профильному вице-премьеру Шахиму Абдрахманову. И вот теперь, когда тот же бар вновь появился в зарубежных СМИ в связи с культурным отдыхом родственников президента, было решено, раз избавиться от разгульных кузенов нельзя, то по крайней мере от заведения можно. Это уже вторая потеря, постигшая буйных родственников главы государства. В 2020-2021 годах было продано, а затем ликвидировано принадлежавшее Ахмету кафе Минара, где они раньше собирались. Но сильно ли от этого страдают племянники Аркадага? Источники сообщают, что родные братья Ахмет, Арслан и Байрам Гильдымурадовы сейчас устраивают загулы в частном доме рядом с рестораном Камыши, что во втором микрорайоне Ашхабада. Снаружи этот большой дом выглядит неприметно, но на самом деле внутри есть все для вечеринок, включая бассейн и дорогостоящую музыкальную аппаратуру для приглашенных певцов. На вечеринки всегда вызывают множество девушек. Шамурад Реджепов в доме Гильдымурадовых не появляется, но, конечно, он тоже находит какие-то места для отдыха после закрытия скай-бара. Вообще большинство племянников Аркадага являются законченными алкоголиками, например, Шамурад и Хаджи Мурат Реджеповы и их двоюродный брат Кемал Реджепов, а также Ахмед Гильдымурадов, устроивший первый дебош в скай-баре. Но есть и те, кто не опускается до такой степени. В целом почти все молодые мужчины клана известны своими разгулами. Единственное, что Сердар Бердымухамедов
почти всех их сделал невыездными, так что им приходится ограничивать свое веселье родными пенатами. У вас есть интересная новость, и вы готовы ею поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.